Соглашение между правительством Советской России и Народным правительством Монголии об установлении дипломатических отношений 5 ноября 1921 года имело важное историческое значение. Отдавая дань этому значимому для наших стран событию, каждый год с октября по ноябрь, начиная с 1952 года, мы отмечаем месячник российско-монгольской дружбы. Вот уже в 53-й раз в теплую осеннюю пору, благодатную для урожая, проводятся на монгольской земле Дни российско-монгольской дружбы и сотрудничества. Язык культуры и искусства раскрывает удивительные отношения, которые позволяют проникнуть в глубину души любого народа. Монголия познакомилась с мировой классической культурой через Россию, поэтому русское искусство и культура более близки к монгольскому народу. Дни российско-монгольской дружбы 2013 подарили монгольским гражданам возможность соприкоснуться с творчеством звезд российского балета, окунуться в удивительный мир музыки Иркутского симфонического оркестра и Бурятского оперного театра, совершить путешествие в прошлое через фотографии со столетней историей. Дни российско-монгольской дружбы и сотрудничества стартовали с выставки Федора Семеновича Торхова, который проработал многие годы в Монголии и создал целую галерею уникальных художественных образов. Федор Семенович всегда хотел, чтобы произведения, сотворенные в стране под голубым небом, остались на родной земле. Сюда, потому что он говорил, картины – это мои дети, а дети должны быть надежно сохранены. Он всегда считал, что это самый гостеприимный народ, который открыт душой, народ, который всегда стремится к чему-то более высокому. И вы знаете, действительно, вот эта аура Монголии, я чувствую себя настолько здесь хорошо, мне здесь приятно очень находиться, свободно дышать. И я смотрю на красивые лица монгольского народа и прям удивлена прекрасно. Одной из визитных карточек России является ее классический балет, который известен во всем мире. Многие мечтают вживую увидеть представление в исполнении знаменитых артистов русского классического балета. У монгольских граждан появилась такая возможность в рамках празднования Дней российско-монгольской дружбы и сотрудничества. История монгольского балета неразрывно связана с русской балетной школой. Большим достижением является то, что с прошлого года возродилась старая традиция совместных выступлений солистов монгольского и российских балетных театров. Артисты и организаторы, приехавшие в Улан-Батор на Дни дружбы, получили незабываемые впечатления. Самое особенное – это то, что мы представляем абсолютно новый состав артистов, которые никогда не имели возможности приехать в Монголию. Это неординарное совершенно событие. Кроме того, в программе мы представляем два абсолютно уникальных авторских хореографических номера в исполнении автора же, хореографа Веры Арбузовой с Сергеем Касьяненко. В рамках Дней российско-монгольской дружбы и сотрудничества была организована уникальная выставка фотографий российского ученого Николая Чарушина, сделанных им более 100 лет назад в Монголии. Старые снимки отображают монгольский быт и жизнь того времени. Николай Чарушин приезжал в Монголию в составе исследовательской экспедиции в начале 20 века. И вот теперь хранившиеся все это время в музее города Кяхты снимки смогли увидеть и современные монгольские жители. Фотовыставка под названием «Монголия. Взгляд сквозь время» прошла с 7 по 25 октября в Монгольском национальном музее. Она удивляет, безусловно, каждая фотография, вот и в том числе фотография вот этой женщины, она просто восхищает, насколько человек может быть с чувством такого личного достоинства относиться к этому. Одним из
знаменательных событий, прошедших в рамках Дней российско-монгольской дружбы и сотрудничества, стало выступление 7 ноября на сцене Монгольского академического театра оперы и балета звезд оперного театра Бурятии. В зале был аншлаг, зрители приветствовали артистов громкими аплодисментами. В концерте принимали участие заслуженные и народные артисты России, лауреаты госпремий и международных конкурсов. Мы старались взять такие оперы, которые здесь у вас не так часто идут. Ну и, конечно, у нас будут бурятские песни, русские песни, монгольские песни. Я думаю, что народ, который придет, я думаю, получит удовольствие. 10 октября 2013 года в Российском центре науки и культуры в Улан-Баторе состоялась церемония открытия Дней российско-монгольской дружбы и сотрудничества. В торжественном мероприятии приняли участие чрезвычайный и полномочный посол России в Монголии Виктор Самойленко, заместитель губернатора Иркутской области Сергей Дубровин, вице-спикер Великого государственного хурала Монголии, руководитель парламентской группы «Монголия-Россия» Лагин Цок, министр культуры, спорта и туризма Монголии Цедев Дамбын Аюнгерел, президент Монгольской организации мира и дружбы Деленгин Закджав и другие почетные гости. Одним из пунктов программы церемонии открытия Дней дружбы-2013, начавшихся в этом году под эгидой Иркутской области, была представлена фотовыставка известного писателя и сына иркутской земли Валентина Распутина. Губернатором Иркутской области Сергеем Мирощенко в этом году было принято решение о активизации контактов с Монголией, поэтому мы привезли сюда предложение экономического, гуманитарного характера. Хотим, чтобы те традиции, которые у нас были, которые еще на сегодняшний день существуют, чтобы они развивались, чтобы мы могли общаться так же, как и общались еще в 80-е, в 70-е годы. В ходе официального открытия состоялся концерт губернаторского симфонического оркестра Иркутской области под управлением заслуженного артиста России Илмара Лапинша. В этот вечер звучала музыка Дунаевского, Чайковского, известное произведение монгольского композитора Чулуна «Уран-Хас». Зрители приветствовали каждое выступление громкими овациями. Вслед за Российским центром науки и культуры удивительные голоса артистов Иркутской филармонии и музыка в исполнении губернаторского оркестра прозвучали со сцены Центрального дворца культуры Монголии. В рамках Дней дружбы двух стран для маленьких читателей состоялась презентация детского журнала «Сибирячок» на русском и монгольском языках. В школе «Кириллица» прошел праздничный концерт, а также церемония награждения победителей конкурса рисунков и фотографий, в которых самое активное участие приняли монгольские ребята. Дружба между народами через их культуру и искусство является проявлением самых теплых традиций добрососедских отношений. Торговля была самым ранним видом отношений между Россией и Монголией. Сегодня бизнес-интересы всех стран лежат в русле расширения взаимовыгодных торгово-экономических отношений. По традиции, Дни российско-монгольской дружбы и сотрудничества открываются под эгидой одного из субъектов Российской Федерации. В этом году это была Иркутская область. Делегацию в составе более 60 человек, представляющих бизнес, науку и другие отрасли, возглавил заместитель губернатора Иркутской области Сергей Дубровин. Многочисленные встречи, состоявшиеся в Улан-Баторе, заложили основу для многих крупных совместных работ. Сейчас, если посмотреть на Иркутскую область, то на нее, наверное, приходится свыше 60% товарооборота между Монголией и сибирскими регионами.
А с учетом того, что на Сибирский регионе приходится свыше 70% вообще товарооборота между Монголией и Россией, то я считаю, что Иркутская область – это главный торгово-экономический партнер Монголии. Иркутск всегда был для монголов одним из самых близких городов Сибири. Именно там получило образование больше всего монгольских студентов, ставших впоследствии серьезными государственными деятелями и крупными бизнесменами. Иркутские представители прибыли в Улан-Батор на дни российско-монгольской дружбы и сотрудничества с предложениями к сотрудничеству в области образования, транспортной инфраструктуры, электроэнергетики, машинного производства. Вошедшие в состав иркутской делегации министры сельского хозяйства, природных ресурсов, культуры, энергетики провели встречи с монгольскими партнерами, где обсудили актуальные вопросы и наметили перспективы расширения сотрудничества. Да, мы живем очень рядом, у нас очень похожая, так сказать, природа, у нас разная культура, но мы настроены, так сказать, сотрудничать и в сфере культуры, взаимных обменов, и в сфере туризма, и в сфере спорта. Поэтому мы на самом деле говорили с госпожой министром о том, что нам надо просто усилить наши контакты не только на уровне министров, но и на уровне наших учреждений, наших творческих людей, наших творческих союзов. Гости вы богатые, Есть хорошая русская поговорка: чем богаты, тем и рады. Представители Иркутской области в этот раз организовали выставку продукции более 30 хозяйственных единиц. В ней приняли участие как известные монгольскому рынку производители, так и новые компании, заинтересованные в установлении партнерских отношений. Россия всегда славилась своими исследователями, а российская наука, по праву занимающая достойное место в мире, сыграла немаловажную роль в развитии науки в Монголии. Российские и монгольские ученые на протяжении многих лет сотрудничают самым тесным образом и достигают больших успехов в проведении совместных научных исследований. В рамках Дней дружбы наших стран было организовано несколько научно-исследовательских форумов, на которых обсуждалась история российско-монгольских отношений, использование природных богатств, создание условий для зеленого развития. Ученые двух стран представили свои научные работы и обсудили аспекты и направления дальнейшего сотрудничества. В дни празднования российско-монгольской дружбы было подписано соглашение между академиями наук двух стран о сотрудничестве на 5 лет. В эти дни также прошел трехсторонний форум, объединивший более 70 ученых из России, Монголии и Китая под эгидой премьер-министра Монголии. Одним из важнейших мероприятий, организованных в рамках Дней российско-монгольской дружбы, стало проведение цикла семинаров по русскому языку ведущих ученых-русистов в Центре русского языка Российского центра науки и культуры в Улан-Баторе. Российские педагоги познакомили своих монгольских коллег с новыми методами преподавания русского языка. Преподаватели московских университетов читают лекции в течение 5 дней по актуальным вопросам русистики и современного русского языка. Мы считаем, что этот семинар уникальный, потому что на него первый раз приехала автор учебника, по которому занимаются все монгольские студенты и учились, и работают многие поколения монгольских русистов. Богатая природными ресурсами Монголия старается наряду с развитием горнорудной отрасли придерживаться политики зеленого развития. В этой связи для нее очень важны мнения российских ученых в этом направлении. Хотя страны отделяются друг от друга государственными границами, природа на всех одна, поэтому такие вопросы, как охрана окружающей среды, это дело каждого. Главная проблема экологической безопасности – это загрязнение окружающей среды. Пока, к сожалению, даже если брать каждую страну,
еще очень мало делается в каждой стране отдельно. Очистка окружающей среды или прекращение загрязнения окружающей среды в нынешних масштабах трудно решаемая сразу задача. Нужно что-то делать и на двустороннем, и на трехстороннем уровне. Но одним из главных символов научного сотрудничества между нашими странами, несомненно, является совместный российско-монгольский космический полет, произведенный уже более 30 лет назад. Монголия благодарна России за то, что ее гражданин побывал в космосе и получил возможность взглянуть на свою родину из глубины космического пространства. Монголы по сей день с большим почтением относятся к российским космонавтам и с радушием принимают их на своей земле. В дни российско-монгольской дружбы в Улан-Батор прибыл известный всем в Монголии дважды Герой Советского Союза, Герой Монголии и Герой Вьетнама, летчик-космонавт Виктор Васильевич Горбатко. Одним из мероприятий с его участием стало посещение школы имени первого космонавта Земли Юрия Гагарина. Учащиеся школы очень тепло встретили именитого космонавта и устроили для него праздничный концерт. Виктор Васильевич так вспоминает события тех дней, оставивших долгую память в сердцах народов наших стран. Это был большой праздник, праздник всех тружеников Монголии. И я помню, что после того, как был произведен запуск, и ехали мы от телестудии в гостиницу, то все окна в Улан-Баторе светились. И явно, хотя это уже было позднее время, явно, что радовался монгольский народ тому, что их представитель посмотрит на нашу прекрасную землю, в том числе и на Монголию с высоты космического полета. Говорит Москва. Эти слова, знакомые многим поколениям монголов, по-прежнему звучат в наших радиоприемниках и сегодня. Этот голос дикторов радио «Голос России» за многие годы стал поистине воздушным мостом, соединяющим народы наших стран. В рамках Дней российско-монгольской дружбы и сотрудничества монгольская редакция радио «Голос России» провела ежегодную викторину среди радиослушателей, которая в этом году была посвящена 55-летию Общества друзей Монголии, которое с 1973 года по настоящее время бессменно возглавляет Виктор Васильевич Горбатко. 11 октября победителям были вручены памятные призы и подарки на встрече клуба любителей «Голос России» в Российском центре науки и культуры в Улан-Баторе. Было 3 вопроса об обществе. Ну, как правило, это об истории, да, кто был первым руководителем общества, кто сейчас возглавляет общество, вот, что они знают о нашей партнерской организации. Вот я как раз оговорился как раз о монгольском обществе друзей Монголия-Россия. То есть тоже вопрос был и вот про партнерскую организацию монгольскую. И вот среди победителей у нас 7 человек сегодня мы как раз пригласили сюда. Можно было бы даже награждать больше людей. Почему? Потому что викторина проводилась определенные сроки, да? Но даже после того, как мы уже объявили победителей, к нам продолжали поступать ответы. В то время как Олимпийский факел Сочи 2014 путешествовал на Северном полюсе, ученики улан-баторских школ, изучающие русский язык, получали переходящий Олимпийский кубок. Посольством России в Монголии совместно с Олимпийским комитетом Монголии на протяжении нескольких месяцев с момента отсчета года до Олимпиады, стартовавшего в российской дипмиссии 7 февраля 2012 года, провели целый ряд спортивных состязаний по 5 видам, организовали фотоконкурс и конкурсы рисунков на олимпийскую тематику. В рамках Дней российско-монгольской дружбы были подведены их итоги, а победителям были вручены ценные подарки с символикой Сочи 2014, присланные в Монголию Олимпийским комитетом Российской Федерации. Я думаю, что этот праздник прошел в духе олимпизма, не только спортивной и напряженной борьбе, но честной и справедливой. И я уверена, что ребята, которые присутствовали сегодня в зале, они зажглись тем спортивным азартом, и возможно, что в ближайшем будущем кто-то из них станет настоящим олимпийским чемпионом.
Искусство, спорт, бизнес, наука, образование. Многочисленные мероприятия, прошедшие в рамках Дней российско-монгольской дружбы и сотрудничества, показали, насколько жива традиция тесных отношений во всех областях между нашими странами. Фотовыставка, приуроченная к закрытию очередных Дней дружбы, также свидетельствовала об этом. Праздничные мероприятия, оставившие в сердцах людей самые теплые впечатления, стали возможными благодаря усилиям посольства России в Монголии, Российского центра науки и культуры в Улан-Баторе, Общества монгольско-российской дружбы и других организаций. Дни российско-монгольской дружбы и сотрудничества 2013 подарили нам много незабываемых моментов. Я бы не стал выделять отдельные мероприятия. Я бы сказал, что все мероприятия были важны. Было очень много в этот раз интересных мероприятий, причем разноплановые. Это были делегации, приезжали делегации в течение месяца, совершенно невероятное количество было делегаций из Москвы, из Новосибирска, из Иркутска, теперь делегация из Бурятии. У нас за этот месяц была презентация нашего российского бизнеса, несколько бизнес-семинаров состоялись. Была очень обширная культурная программа. Я не знаю, были ли вы на балете, был прекрасный российский балет. Были очень интересные мероприятия, конкурсы, концерты, посвященные русскому языку. Словом, я так думаю, это целый месяц мы имели удовольствие общаться, дружить, развивать наше сотрудничество в различных сферах. Прошли незабываемые дни праздников, концертов, деловых встреч, которые еще в большей степени укрепили отношения между нашими странами. Все, кому довелось принять участие в Днях российско-монгольской дружбы и сотрудничества, с надеждой ожидают очередной встречи в следующем году, когда вновь в осеннюю прекрасную пору распахнутся двери дружбы между Россией и Монголией.